Казахстане действуют ограничения на курение в некоторых общественных местах. Однако некоторые курильщики жалуются, что нет четкого понимания, в каких именно местах нельзя курить. Рассказал кандидат юридических наук, адвокат Ерлан Галиев. Меры по профилактике и ограничению потребления табачных изделий предусмотрены Кодексом РК от 18 сентября 2009 года номер 193 о здоровье народа и системе здравоохранения. В соответствии с этим кодексом профилактика и ограничение потребления табачных изделий направлены на защиту здоровья населения. При этом законодательство не содержит ограничений, что курение запрещено на улицах, во дворах, парках, скверах и так далее. Имеется четкий перечень объектов, где курение запрещено либо допускается только в специально оборудованных местах. Таким образом, курение на улицах – это скорее вопрос этики, нежели запретов, предусмотренных законодательством, делает вывод адвокат. Продолжая изучение законодательства, Галиев отмечает, что в соответствии с пунктом 5 статьи 159 Кодекса о здоровье потребление табачных изделий запрещается в организациях образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних, здравоохранения, пунктах общественного питания, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, в том числе в ночных клубах, на дискотеках, музеях, библиотеках и лекториях, неустановленных местах в поездах и на судах морского и речного транспорта, на борту воздушных судов, в салонах автобусов, микроавтобусов при осуществлении перевозок пассажиров, троллейбусов, такси и городского рельсового транспорта, зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, государственных органах и организациях, помещениях, являющихся рабочими местами, подъездах домов. Курить только в специально оборудованных местах разрешается в пунктах общественного питания в поездах и на судах морского и речного транспорта, зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов. При этом места, выделенные специально для потребления табачных изделий, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями, установленными государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Таким образом, к примеру, курение в подъездах домов запрещено в любом случае, даже если администрация здания выделит для этого специальное оборудованное место, дает пояснение Галиев. Памятка подготовлена сообществом права курящих в Казахстане. Эксперт также напомнил, что за курение в общественных местах полагается штраф в отношении физических лиц в размере 7215 тенге. При повторном нарушении в течение года 14430 тенге. При этом, как разъясняет Ерлан Галиев, согласно части 3 статьи 441 Республики Казахстан предусмотрена ответственность работодателя за нарушение законодательства, предусматривающего выделение специальных мест для потребления табачных изделий, а также непринятие мер к лицам, потребляющим табачные изделия в неопределенных для этого специальных местах. Штраф в этом случае составит 24 050 тенге для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций, 60 125 тенге для субъектов среднего предпринимательства и 96 200 тенге для субъектов крупного предпринимательства. Отдельно адвокат остановил внимание на курении электронных сигарет и вейпов. По его словам, законодательством наложен запрет не на сам процесс курения, а именно на потребление табачных изделий. Кодексом о здоровье определено понятие табачных изделий, под которыми понимаются продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья. Таким образом, определяющим фактором для отнесения к табачным изделиям является использование табачного листа в качестве сырьевого материала. Если в электронных сигаретах и вейп не используется табачный лист в качестве сырья, то их потребление не запрещено. Однако адвокат рекомендует не путать понятия курения и употребления психотропных веществ. Обращаем внимание, что частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах. Наказывается штрафом в размере до 240 500 тенге либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 45 суток, заключил Галиев.